Отработать на учениях, чтобы быть готовыми к реальным чрезвычайным ситуациям. Свои силы впервые испытал коллектив детской художественной школы. Проявить инициативу и получить отклик. В Сибае ведутся работы в рамках программы поддержки местных инициатив. Пройти экспресс-диагностику и получить подробную консультацию. В городе прошла акция ко Всемирному дню сердца. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей. Студия Ляна Кириллова. Здравствуйте. Выявление готовности городских организаций к чрезвычайным ситуациям – частая практика в Сибае. Так, на днях в детской художественной школе прошли противопожарные учения. Такое для персонала учебного заведения было впервые. Как справились сотрудники с непростой задачей по эвакуации воспитанников, смотрите в материале Евдокии Титаренко. Осторожно, у нас пожар. И вновь в стенах городского учреждения звучит противопожарная тревога. На этот раз так называемое огненное ЧП произошло в здании детской художественной школы. По легенде, возгорание возникло на первом этаже, о чем незамедлительно сообщил диспетчеру дежурный по вахте. Через считанные минуты на место происшествия прибыли спецслужбы, экипажи пожарных, МЧС и скорой помощи. Кроме возгорания, спасателям нужно было справиться с еще одной задачей. На втором этаже детской художественной школы, по легенде, оказались заблокированными дети. После всех необходимых действий по спасению, так называемые заложники стихии были благополучно освобождены. На втором этапе учения, после сигнала «воздушная тревога», все учащиеся укрылись в подвальном помещении, где им уже подробно в очередной раз напомнили, как нужно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Здание художественной школы новое. Тренировка проводится впервые в этом общеобразовательном учреждении. Действия отработаны по инструкции дежурного поста, вахтером, исполняющим обязанности директора школы и заканчивая, преподавательским составом. Дети выведены, доложили о количестве эвакуируемых. Полная эвакуация учащихся и персонала детской художественной школы была произведена за 4 минуты. По словам специалистов, это далеко не последняя тренировка в этом году. 4, 5 и 6 октября будут проведены комплексные учения по предупреждению чрезвычайных ситуаций Управлением гражданской обороны совместно с руководящим составом города. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Согласно сведениям, представленным Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан, с начала Нового года в регионе было составлено 5 административных протоколов в отношении коллекторских служб, каждый из которых имеет регистрацию в Москве. Во всех представленных случаях представители коллекторских агентств действовали с грубым нарушением установленных правил взаимодействия с должником, и географическая удаленность не мешала им досаждать неплательщикам. Чтобы обсудить частные проблемы населения, в нашем городе побывал начальник отдела ведения Государственного реестра контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Евгений Слободочиков. Он дал специальное интервью в нашей программе. Сегодня мы провели встречу с населением города Сибай, в ходе которой рассказали им про деятельность нашего управления по надзору за коллекторскими организациями, а также о правилах поведения при взаимодействии с коллекторами, с кредитными учреждениями, микрофинансовыми учреждениями. В рамках этой встречи были отобраны заявления у всех желающих, которые будут рассмотрены и будут приняты по ним все предусмотренные законом меры. Законом предусмотрено, что коллекторское агентство в целях возврата просроченной задолженности может совершать следующие действия. Это может осуществлять звонки заемщику не больше 1 раза в сутки, 2 раз в неделю. Направлять СМС-уведомления не больше 2 раз в сутки, 4, соответственно, в неделю. И проводить личные встречи не больше 1 раза в неделю. Любое взаимодействие свыше этих установленных норм будет расцениваться как нарушение действующего законодательства, и к нарушителям могут быть применены меры административного характера. Всего за период с 1 января текущего года поступило около 200 обращений на жалобы коллекторов и кредиторов. По ним было составлено 5 протоколов административных
все были составлены протоколы на тех коллекторов, которые зарегистрированы не в нашей республике, но они взаимодействуют с гражданами нашей республики. Всего в республике зарегистрировано две коллекторских организации. Ну, как показывает практика, они не нарушают требований закона, то есть действуют строго в рамках законодательства. С целью получения оперативной помощи граждане могут обращаться к нам на телефон горячей линии, либо в группу ВКонтакте, которая называется «Надзор за коллекторами». Также могут обратиться к нам с письменным заявлением на адрес нашего управления, который будет рассмотрен и будут приняты все меры. Завершилась Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. Сотрудники ГИБДД провели ряд встреч со школьниками города и напомнили учащимся о правилах поведения на дороге. Завершающим мероприятием стала встреча с учениками школы номер 8. Подробнее в сюжете Рената Музафарова. На днях ученики 8-й школы принимали гостей из Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В ходе беседы с учениками сотрудники полиции подробно рассказали об аварийности в городе и причинах совершения дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание было уделено соблюдению правил дорожного движения в качестве пешехода и велосипедиста, а также ответственности за нарушение правил несовершеннолетним лицом. Помимо этого, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Альберт Обтекаев рассмотрел с учащимися основные ошибки пешеходов, которые приводят к ДТП. Учитывая психофизиологические особенности школьников, это склонность к юношескому максимализму и неправильность оценки дорожной обстановки. С каждым годом увеличится транспорт на дорогу города Сибая. И с каждым годом, приходя в школу, мы у детей спрашиваем о правилах дорожных, как они знают и нет. На моем опыте скажу, что дети с каждым годом больше узнают правила дорожного движения, также начинают учить своих родителей, обучать детей. Дети обучают родителей, как нужно правильно вести на проезжей части, показывают, что нужно пристегнуться именно. Будем работать. Сотрудники ГИБДД напомнили учащимся, что весной этого года 2 ученика 8-й школы были госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия, причиной которого послужила невнимательность ребят при пересечении проезжей части. Сегодня оба мальчика оправились от последствий аварии и приступили к занятиям, однако каждый ученик должен помнить, каким последствиям приводит подобная невнимательность на дороге. Светофор ждем. А когда будет, я пройду. Налево, направо, вторую прохожу. Мне надо переходить дорогу, и я смотрю, там нету пешеходного перехода. Я смотрю сперва направо, потом налево, и потом только перехожу. А если торопишься, быстренько перебегаешь? Нет, никогда. Участие в беседе со школьниками приняла и депутат городского совета Лиана Кириллова. Она напомнила ребятам о важности применения светоотражающих элементов на верхней одежде, особенно в темное время суток, и как такие средства спасают жизнь пешеходам. Вы всегда переходите дорогу в положенном месте, там, где это полагается. И для того, чтобы вас было заметно на дорогах, совместно с ГИБДД сегодня мы вам хотим подарить такие вот наклейки на одежду. На верхнюю одежду куда-то их прикрепите, можете на плечо, можете на спину, но лучше, наверное, в плечо, чтобы вас со стороны было видно. Подобная форма пропаганды, предполагающая непосредственное участие в диалоге с представителями дорожной полиции, является одним из наиболее эффективных способов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Ученики, принимающие участие в подобных мероприятиях, традиционно проявляют большую активность и любознательность в подходе к вопросу личной безопасности и существующих правил поведения на дороге. В рамках недели безопасности проведены встречи в различных учреждениях, также дополнительные учреждения. С приглашением в ГИБДД приглашали мы несовершеннолетних детей, чтобы показать на наглядный пример, как происходит дорожный транспорт, какие машины бывают разбиты. Также провели совместно со станцией юных техников занятия с использованием картингов. Показали, как нужно правила вести на проезжей части, какие бывают знаки. В целом могу сказать, что эта работа у нас проводится во всех общеобразовательных учреждениях, и в школах, и в садиках. То есть проводятся различные мероприятия, целью которого является обучение правилам дорожного движения. Вот сегодняшнее мероприятие – это яркий пример этому. То есть на базе 8-й школы мы провели совместно с депутатами и инспектором ГИБДД и ОДН мероприятие, которое как раз посвящено правилам дорожного движения. То
То есть такие мероприятия очень много. У нас работают как и школы, садики, так и дополнительное образование. По завершении мероприятия гости вручили детям светоотражающие элементы, после чего состоялось общее фотографирование. Ренат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Уже несколько лет на территории нашей республики реализуется программа поддержки местных инициатив. Она направлена на решение именно тех проблем, которые жители самостоятельно определяют на собраниях. По итогам конкурсного отбора в 2017 году в число победителей вошли 386 проектов от поселений и муниципальных районов и 50 проектов от городских округов. В их числе и 6 проектов, выдвинутых жителями нашего города. Один из них – реконструкция фасада школы номер 1. Как уже неоднократно говорилось, для реализации программы поддержки местных инициатив необходимо соблюдение 3 основных условий. Инициативы должны исходить от самого населения, жители общим голосованием выбирают объект вложения средств и участвуют в софинансировании. Во время общего собрания жители дома номер 60 по улице Пионерской вышли с инициативой отремонтировать фасад школы номер 1, где обучается большинство детей из данного микрорайона. До недавнего времени внешняя часть одного из старейших образовательных учреждений города была в аварийном состоянии. В результате заявленный проект набрал высокие баллы, как следствие победы в программе поддержки местных инициатив и выделения денег из республиканского бюджета на обновление фасада – 804 тысячи рублей. Еще 150 тысяч профинансировал городской бюджет. Остальные средства собрали сами жители, а также помогли спонсоры в лице Сибайского филиала Учелинского горно-обогатительного комбината и предприниматели города. Уже около 2 недель в первой школе ведется ремонт. Фирма, выигравшая аукцион, закончила почти половину запланированных работ. Я заинтересована тем, что 2 внучки у меня учатся в этой школе, в 5 и 1 классе. Фасад был в очень плачевном состоянии, поэтому как бы благодарны тому, что администрация, особенно Дьярову, директору. Местные жители, наверное, поддержали, да? Местные жители, конечно, и родители учащихся поддерживали, и как бы ИПРовцы, в лице родителей есть Зайдулиных семью, более 20 тысяч помогли. Потом предприниматель Рыскужин Батыр Салаватович 50 тысяч вложил. Рабочие, конечно, несмотря на холод, на дождь, выходят на работу, свою работу выполняют качественно, допоздна работают. Конечно, большое спасибо. Окончание ремонтных работ запланировано на конец октября. Реализация программы поддержки местных инициатив продолжается. В ней могут участвовать все желающие и решить общие насущные проблемы. Лена Кириллова, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В Центре современной медицины Центральной городской больницы Сибая состоялась акция, приуроченная ко Всемирному дню сердца. В ее рамках любой желающий мог пройти экспресс-диагностику сердечно-сосудистой системы и получить, согласно показаниям, подробную консультацию врача-кардиолога. Наша съемочная группа принимала активное участие в акции и лично испытала на себе современные методы диагностики болезней сердца и сосудов. Один легкий укол с карификатором, сравнимый с укусом комара, и кровь нашего оператора Радмира проходит экспресс-диагностику на предмет содержания в ней сахара и холестерина. Быстрая и совсем безболезненная процедура входит в комплекс мер, позволяющих вовремя диагностировать возможные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Участникам акции «День сердца», прошедшей в Центре современной медицины города Сибай, также предстояло пройти анкетирование, электрокардиограмму, измерить артериальное и внутриглазное давление, пульс, оксиметрию, индекс массы тела и в завершении получить консультацию специалиста. На весь комплекс процедур всего порядка 15 минут. Я онкологически больной, я на учете стою в онкологии, и у терапевта постоянно, потому что лекарства у меня бесплатные получаю. Ну и обращаюсь сердечный, это к врачам, к кардиологу обращаюсь. Сомневаюсь, что у меня все в порядке. Я часто проверялся, говорили, у меня ишемические болезни сердца, так.
гипертрофию левого желудочка. Еще лишний раз хочу убедиться в этом, что и правильно ли лечился, вот, и ожидаю каких-то рекомендаций. Данная акция, как комментируют специалисты, была инициирована Республиканским кардиоцентром и проводится с целью повышения осведомленности населения о болезнях сердца, здоровом образе жизни и пропаганды профилактических мер, направленных на уменьшение смертности от ишемических болезней. Вдумайтесь в цифры, более 50% всех летальных исходов в нашей стране составляет осложнение заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это в 2-3 раза больше по сравнению с дорожно-транспортными происшествиями и инфекционными заболеваниями. Между тем, современные методы диагностики позволяют предупредить развитие сердечных патологий. Всем нужно вести здоровый образ жизни, следить за своим здоровьем. Для пожилых у нас постоянно в поликлинике проводится обследование. Сейчас даже в поликлинике идет диспансеризация взрослого населения. Пожалуйста, пусть приходят, обследуются, снимают ЭКГ, сдают анализы. Пожалуйста, к врачу, к терапевту обращаются, к кардиологу. То есть у нас для поликлиники все это доступно. И каждый будет, конечно, следить за своим здоровьем, за своим сердцем, давлением, все сердечно-сосудистые заболевания. Врач назначает препараты. Пожалуйста, принимайте эти лекарства. То есть это для пациента, для каждого доступно. Подобные акции, которые организуются по всей стране, многократно доказывают свою эффективность. Результаты таких экспресс-обследований, нередко проводимых в непрофильных местах высокого скопления народа, показывают, что около половины из тех, кто страдает гипертонией, вообще не подозревают о своем заболевании. Другие не придают значения, пока к завышенным показаниям тонометра не присоединяются частые головные и сердечные боли, одышка и аритмия. Специалисты Центра современной медицины города Сибай еще раз напоминают, развитие болезни гораздо легче предупредить, чем ее лечить. Ринат Музафаров, Радмир Исингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. На днях в нашей студии телерадиовещания был проведен кастинг на должность корреспондента. В поисках новых талантов мы обращались ко всем желающим попробовать свои силы. Пройти незамысловатый, но в то же время волнительно отборочный конкурс. Как это было и кто станет новыми лицами СТВ, смотрите далее. Уметь рассмотреть актуальную проблему под разными углами зрения, оставаться нейтральным в сложных политических и социальных вопросах, быть в курсе всех новостей и, конечно же, находиться в самом центре событий. Профессия журналиста увлекательна и вместе с тем очень непроста. Не каждому удается эта сфера деятельности, однако если поистине влюбиться в свое дело, можно стать настоящим мастодонтом телеиндустрии. Интересная творческая профессия журналиста во все времена была привлекательна для многих людей, потому на кастинг в студию СТВ прибыло с десяток претендентов разных возрастов, в том числе этот совсем еще юный, но вместе с тем харизматичный и амбициозный Эмиль Жбердин. Тема телевидения меня интересует довольно давно, еще с детства я, как сейчас помню, Лиана в то время еще Цифюлина была прямо здесь на этом месте, мы всей семьей смотрели очень, я даже пытался как-то пародировать себя, уже в то время уже ставил себя на роль ведущего какой-то передачи, и еще тогда думал, что когда-нибудь я попаду именно на это место. Действительно, многие наверняка в детстве мечтали видеть себя по телевизору и, самое главное, в качестве ведущего новостей. Однако телекомпания СТВ искала не просто диктора. Руководство канала определило для конкурсантов конкретные задания. Первым испытанием, с которым столкнулись соискатели, стало написание новостного сюжета на заданные темы. Затем претенденты озвучивали закадровый текст и только потом пробовали себя в качестве ведущего. Новости смотрю уже тоже с детства, постоянно. Смотрели с родственниками, с бабушкой новости. Бабушка всегда говорила: 7 часов включай СТВ. Давай посмотрим новости. Всегда было интересно, что творится в нашем городе, что происходит, что новое. Также любим смотреть эфир крупным планом. Решила попробовать свои силы. Попробовала написать текст, записать голос, записаться здесь, в эфире, и оказывается ничего сложного. На самом деле думаю, что очень все сложно выглядит. Заключительным этапом кастинга было творческое собеседование. Именно здесь стало понятно, кто понимает суть работы журналиста, кто действительно горит этой профессией. Меня, в принципе, СМИ привлекают тем, что это такая сфера
влияние на людей, оповещение для людей. И сложность, мне кажется, этой профессии, наверное, в том, чтобы не навредить информацией. И как раз-таки этим и привлекательно. То, что сложность в подборе слов, в подборе идей, и так, чтобы это люди поняли и сделали правильные объективные выводы и адекватные оценки. Знакомьтесь, Екатерина Марочкина, новый корреспондент телекомпании СТВ. Кроме Екатерины, кастинг прошли еще несколько человек. Их имена вы услышите уже в ближайших эфирах. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Радмир Усингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И последнее. В Центре детского творчества прошел турнир по русским шашкам, приуроченный ко Всемирному дню пожилых людей. К участию приглашались все желающие. Люди старшего возраста отмечают, игра в шашки развивает мышление и память, помогают улучшить свои интеллектуальные способности. А потому этот вид спорта для представителей золотой поры жизни всегда представляет особый интерес. Присутствуют пенсионеры из организаций завод ЖБИ, теплосеть, торгово-экономический колледж. Есть ветеран городского отдела образования и из администрации. Вот отыграем турнир, получим хорошее настроение. И это вся информация на сегодня. Хороших вам новостей и всего доброго. Увидимся.